важно разрезнять, да, чеченцы и кадыровцы. Абсолютно, да. На этом вы, кстати, тоже очень часто в своих интервью акцентировали внимание. Так вот, кадыровцы, как они вообще формируются? Потому что последняя информация в СМИ была о том, что даже политзаключенных, вот о которых вы уже вспоминали, в Чечне сейчас вербуют в отряды кадыровцев. Есть ли, ну, во-первых, расскажите, кто вообще такие кадыровцы для понимания наших зрителей? И вот эти вот политзаключенные, когда они попадают в эти отряды, есть ли у них какая-то возможность оттуда, ну, освободиться, что ли? Хорошо, спасибо, Алена, за хороший вопрос. Я думаю, это действительно очень важно. Как бы мы их ни называли кадыровцами, кадыровщиной, на самом деле это жертвы этой преступной войны Путина. Людей, которых зомбировали и, в принципе, лишили исторической памяти. Алена, я вам скажу одно. В Чечне нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от русских. Просто ее нет вообще. В позиции, в оппозиции, где бы вы ни находились в период каких-то политических потрясений и реформ, все равно вы были, кто-то из вашей семьи пострадал. И есть жертвы в вашей семье. И вот я был в Киеве, в Украине. Я приехал буквально, чтобы участвовать на форуме в Европарламенте в Брюсселе. Вот буквально перед выездом я встречался с одними из тех кадыровцев, о которых мы упоминаем. Я не просто их знаю заочно, да, я с ними общался. Они находятся в плену, 5 человек. И когда я узнал о том, что там есть пленные из Чечни, из так называемых кадыровцев, ну, я согласовал этот вопрос с руководством Украины, с военным руководством, и мне дали пообщаться с ним. Естественно, я также задал им вопрос, что вы здесь делаете, зачем вы здесь? Этот народ, эта страна, этот народ, который первыми отозвались на нашу трагедию в 1994 году. Это были единственная на постсоветском пространстве страна, народ, нация, которые приехали помогать чеченцам. Это были украинцы. Да, их было мало, да, их было немного, но они были. И это настолько было важно для чеченцев, что в Украине есть люди, есть народ, который знает и сострадает нам в нашей трагедии. И я постарался объяснить. И вы сегодня приехали сюда после того, что вы потеряли все. Я задал им вопрос. У вас нет в семье потому что я знаю, что нету ни одной семьи, кто не пострадал бы в этой войне за эти 30 лет. Они все подтвердили этот факт. И я им задал вопрос, а что вы здесь делаете? Вот зачем вы здесь? У них у всех разная причина. Я это не в качестве попыток оправдания. Я им сказал, оправдания тому, что вы здесь находитесь, нету. Я уверен в том, что этого оправдания нет на самом деле. Я это обращаюсь и к тем, кто еще кого-то могут направить в Украину или добровольно приедут. Если они считают, что их прибытие в Украину и участие в этой преступной войне каким-то образом или чем-то оправдано, абсолютно не оправдано ни перед Всевышним, ни перед историей, ни перед будущим нашего народа. Это преступление, за которое вы будете отвечать перед Всевышним. Это позор для потомков, для ваших потомков, которые в будущем будут чувствовать себя исключительно некомфортно, осознавая, что вы, родители или какие-то родственники, являлись военными преступниками. И перед историей, перед нашей общей историей, и перед украинцами, и перед нашими предками, которые плечом к плечу всегда противостояли этому злу. Я это им донес, и я уверен в том, что они уже совершенно по-другому носят. Ну, безусловно, они являются жертвами вот этой пропаганды. Я это как бы не в их оправдании говорю. Вы знаете, за 8 лет российская пропаганда, за 8 лет до начала российско-украинской войны, как они зомбировали не только русских, но и даже украинцев. И вы знаете, и я знаю, что в рядах российской армии есть украинские граждане, которые верят, искренне считают, что они воюют для освобождения Украины. Но это они пытаются себя оправдать.
Но я уверен, что ни чеченцы, ни украинцы, которые сегодня на стороне русских воюют против Украины, им нет оправдания просто. А вот откуда они у нас взялись? Алена, вот оттуда они у нас взялись. Вот откуда они взялись в Донецке, в Луганске, сегодня в Крыму, в оккупированных территориях. Вот когда народ или часть какая-то подпадает под оккупацию, чьи бы это ни была оккупация, они становятся жертвами вот этой пропаганды и всего, что происходит. То есть и мы не оказались исключением, несмотря на то, что мы себя считали исключительным в том смысле, что равноправие между чеченцами и отношение уважительное друг к другу, оно у нас, в принципе, всегда доминировало даже на Кавказе.